Избирательные участки 12 марта будут открыты для всех избирателей в 8 часов утра. При этом работа самого участка начинается в 7 утра. Для начала голосования одному из наблюдателей от каждого кандидата необходимо поставить свои подписи на бюллетенях. Если за этот час наблюдатели не успевают подписать все бюллетени, работа будет вестись параллельно. Тот, который ведет процесс визирования бюллетеней, он одновременно не может и наблюдать за процессом голосования, за выдачей избирательных бюллетеней, как это нанесение специальным составом. На этот период времени заходит другой наблюдатель, который наблюдает, как только завершили процесс визирования бюллетеней, один из наблюдателей покидает участок. На парламентских выборах нет открепительных талонов. Каждый избиратель имеет право проголосовать только по месту прописки. Избиратели, которые по причине болезни не могут прийти в участок, должны заранее об этом поставить в известность участковую комиссию. Прием заявлений от них прекращается за день до выборов. Вы знаете, основной наплыв избирателей в первой половине дня до обеда, потом в обед спад активности и потом уже ближе к вечеру приходят опять избиратели, которые всегда думают проголосовать в последний момент. И поэтому переносная урна лучше, чтобы выехала в обед. Вы видите, какое количество у вас избирателей будет голосовать вне участка, чтобы ко всем могли явиться. При этом переносная урна не должна покидать пределы участка. Переносная урна не покидает пределы участка. То есть, если он прописан у вас на участке, он приболел, например, он избиратель турбазы, приболел, находится у родственников на новом районе, к нему урна не направится. Граждане, у которых абхазский паспорт просрочен, также имеют право голосовать. Срок этих паспортов был продлен до 5 апреля. Также ЦИКом были введены некоторые изменения. С учетом того, что первый, второй тур может быть, паспорта продлили и упростила работу участковым комиссиям. Теперь штамп в паспорте ставить не надо. Но при этом для того, чтобы были законодательные барьеры, возможно, не допустить фальсификацию, законодатель оставил процедуру нанесения специального состава маркером. Изменения были введены и в оформление самих бюллетеней. Теперь в них вы не найдете биографии кандидатов. Текст, минимизирован текст, не будет никаких биографических данных в самом бюллетене. Потому что и так мы его наносили мелким шрифтом, никто его не читал, но избирательный бюллетень был перегружен. Избиратель имеет право поменять бюллетень до того момента, пока он не закинут в урну. Избирательные участки по всей стране закрываются в 8 часов вечера. Избирательная комиссия вместе с одним из наблюдателей от каждого кандидата начинает подсчет голосов. Вначале подсчитываются бюллетени из переносной урны. Перед тем, когда вы погасили все избирательные бюллетени, вскрывается сначала переносная урна. То есть та малая урна, которая по больным ездила. Все количество их подсчитывается, должно совпадать с количеством в реестре, указано, сколько у вас было больных, сколько вы выдали бюллетеней. После этого они отсортированы, скрывается основная большая урна и идет подсчет бюллетеней. Сначала они сортируются, при этом наблюдатели могут располагаться за спинами членов участковой комиссии, но не сидеть за рабочими столами. Председатель Центра избиркома Тамас Гоги отметил, что ЦИК работает каждый день. Представители участковой комиссии имеют право обратиться в ЦИК по любому возникшему вопросу. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.